Так уж сложилось, что в Чечне на голосование люди идут как на праздник. А какой праздник без музыки? Поэтому во всех 87 счетных участках, что открыли свои двери в день предварительного голосования, звучат ритмы зажигательной лезгинки. Национальный лозер, как всегда, поднимает настроение избирателя и чувство патриотизма. Поэтому люди всегда активно проявляют свою гражданскую позицию. Как обычно, с хорошим настроением на выборы, как на праздник. Пришли, сделали свой выбор. Наш выбор – это наше будущее. Предварительное голосование «Единая Россия» проводит давно, но с таким размахом, пожалуй, впервые. В этот раз в Чечне участвует 14 человек. В основном это видные политики, что хорошо зарекомендовали себя на разных высокопоставленных должностях. Конечно же, есть и первопроходцы. Молодая кровь, на которую, собственно, партия реальных дел и делает ставку. Избиратели вправе отдать свой голос сразу нескольким политикам. За самых лучших. Безусловно, эти выборы важны, и я надеюсь, уверен даже, что будет явка стопроцентная, уверен, что выберут самых достойных, уверен, что эти самые достойные члены команды Кадырова, которые будут на должном уровне представлять интерес Чеченской Республики, жителей Чеченской Республики на федеральном уровне. На радостной ноте голосование сегодня проходило и в Шатойском районе. Для избирателей были открыты 3 счетных участка, в которых, можно сказать, с самого утра образовалась очередь. Присущую активность голосования сегодня показали и высокогорные районы республики. Причем с самого утра, как только открылись двери счетных участков. Люди шли непрерывным потоком, пытаясь как можно скорее отдать свои голоса за потенциальных кандидатов, с которыми связывают большие надежды. Сознательность, доверие выражать еще, республик интерес защищать ее успешно был мола. 8 избирательных участков открылись и в Шилковском районе. Явка избирателей превысила все ожидания местных властей. Число проголосовавших уже после обеда приблизилось к 8 тысячам, что в рамках района, можно сказать, довольно-таки большая цифра. Не менее активно голосовали и в Шалинском муниципальном районе, где тоже традиционно высокая явка избирателей. В районе أنا والله جوب أخن عاوزة يسند أدمي يافكا دوديك وين مقدر شورت أدم دو هذا وشين زي تأيو خلاتش دو بيزا باس شادك كنترولير داش دو أرجنزواتنا دو. Такая же картина наблюдалась сегодня и во второй столице Чечни – Гудермесе. Для горожан были открыты 8 счетных участков. На одном из них проголосовал депутат Государственной Думы Магомед Салимханов. В единый день предварительного голосования в стране работают больше 19 тысяч счетных участков. Для участия в процедуре зарегистрировано около 3000 человек. Победители голосования войдут в список кандидатов от партии на выборах в Госдуму, который будет утвержден на съезде «Единой России». У нас выборы уже начались, люди начали подходить, люди активные. Как вы видите, даже 10 минут не было, начали ходить. Активно гражданскую позицию сегодня проявляли и односельчане главы республики. Голосовать люди шли с самого утра. Первые посетители счетных участков – представители старшего поколения, которые лучше знают цену миру и, как важно, участвовать в судьбе своей страны. قاش تسر سين ديقر ناخن مسل جيتر سين ديقر خيط صعب نسوا ذات يحيى بيرك تيول وبيش بالغ خارجم برجي عبور بولش بو خارج تسر بولش بو بس أنا خوش بو تواسع دقاديش متخ بخش برجي اشتغل كنادي. В счетном участке Центороя сегодня можно было встретить людей самых разных возрастов и профессий. Строителей, фермеров, министров, руководителей ведомств и организаций. Все дружно шли отдавать голоса за участников предварительного голосования, надеясь, что они оправдают оказанное доверие. Активность населения у нас не первый раз и не первый год отслеживается. У нас постоянно активное население на выборах. Мы всегда даем очень высокую явку, всегда лидеры в России. И поэтому, я думаю, удивляться нечего. Наоборот, нужно радоваться, что нас население поддерживает и оно активно в политическом отношении.
شيمنين ياسو نتريت يتوبو شو تكسو تقواسبورغ ما عنده ولا تصاحبش تق وقوم خلشتل خيسمش تق شيء قوم خلشتل خيسمش بالا بوشول تق خلشن ده بيرتي يلخ ولا في حياة هرسنا بوخ أدم أردال ديشتو مخ ويبر خلشتام предварительно يهردان أدم شيء لا أم دعوش خلشه وس أدم شيء حلوة تقليل وش بوخ لير لورش خلره لكن بالخ لرجوش خو ده عبيرتي شو نادي واخر داخل دقوة بيلقل داقش يقول عشان طبعا دون يرشل предварительно выборка дона وي депутат что да представить без что он وي طبعا намерение дон وي خوليك على إيش دون سير دون بيلقل وقوش قد دقوة دون دال مولا царше не قشلاق بقردو сентября выборка وي шаржер بقدال مولا. Это еще раз подтверждение того, что стабильность, безопасность республики обеспечивается правоохранительными органами, силовыми структурами. Уже к обеду явка избирателей, согласно данным комиссии, превысила 50% барьер. Примерно такая же картина наблюдалась и в целом по району. После обеда отдать свой голос пришел и глава республики в сопровождении своих соратников. Счетный участок Центроя расположен в первой школе, в которой когда-то учился Рамзан Кадыров. В кругу близких друзей глава республики вспомнил детские, беззаботные и оттого радостные годы. Показал свой школьный класс, при виде которого даже сегодня охватывает ностальгия по тем временам. Тема урока выборы 2016. Главная тема это школа. Голосование на счетном участке республики проходит в штатном режиме, без каких-либо нарушений, говорит глава республики, что еще раз подтверждает, что Чеченская республика – один из самых безопасных регионов страны. Однозначно, да, она там айдал, да, она дошла, шейн, да, гуля, уешь, удиез, хэшбу, так там, да, она в республике. Сан демократичный, да, выбор, хилищец, так там она выбор, юхан, да, يوش ويبرش كهوة بوردون مسر جدون شين ده لاز ده شوي دون ده لاز دونه فرقتو يشبو как даже дона наблюдатель со всего мира дон. Человек его очень красиво, войну чуть-чуть ходит дон. Пусть приедут, посмотрят дон, как проходят выборы, как мы вместе, народ и власть, какие у нас цели, намерения и что сделано нами и что мы хотим сделать. Народ понимает, но, к великому сожалению, наши враги до сих пор этого не понимают. Поэтому вот сегодня выборы проходят отлично, без происшествий. Но мы, партия «Единая Россия», сегодня еще раз показала, что мы для всех открыты. И у нас нет абсолютно никаких там, значит, левых, там, правых движений. Есть одна цель – это служить народу, чтобы наше государство стало еще сильнее. И поэтому, кто что бы ни говорил, мы каждый раз доказываем, что есть демократия, есть свобода слова. И абсолютно не сомневаюсь, народ Российской Федерации будет за партией «Единой России», потому что она есть единственная партия, которая служит для народа, которая решает народный вопрос, которая помогает народу и государству. К вечеру в Центроє проголосовали почти все 100% избирателей. Высокую явку в счетном участке объясняют активной гражданской позицией и личным примером главы республики, который призывает людей не оставаться в стороне от происходящих перемен в стране. Явка была очень хорошая. К этому часу уже проголосовали 98%. Мы надеемся, уже остаток 2% мы наберем не так уж трудно. Ни одного нарушения нет. Я надеялась, что и не будет. Все, у нас все хорошо. Наши выборы прошли, я бы сказала, отлично.
Потенциальных кандидатов на выборы в Госдуму 7-го созыва активно проталкивали сегодня и в Гелдогане. В числе первых свой голос отдал спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Целыми семьями на голосование шли и в селении Джалка. 15% порог избиратели преодолели уже в первые часы голосования. Для участия в голосовании счетный участок посетил и один из потенциальных кандидатов от партии «Единая Россия» – советник главы Чеченской Республики Адам Делимханов. По его словам, высокая явка избирателей говорит о наличии у чеченцев настоящей гражданской позиции. На 13 часов дня проголосовало свыше 60% от необходимого количества избирателей. Об этом говорили собравшиеся участники брифинга. Руководитель регионального исполнительного комитета Чеченской Республики отделения «Единая Россия» Валид Зайналабдиев отметил, что на местах проведения выборов не было зарегистрировано ни единого правонарушения. Самая большая явка была отмечена в Курчалойском, Гудермесском и Шанинском районах республики. Все участники с 8 утра начали свою работу и принимали жителей по месту регистрации. Хотелось отметить достаточно профессиональную работу наших участковых счетных комиссий. И на сегодня, на данный момент, ни одного обращения или же жалобы по нарушениям региональный оргкомитет не поступило. Ровно в 8 часов вечера все счетные участки в Чеченской Республике закрыли свои двери. В ближайшие 2 дня члены комиссии будут заняты подсчетом голосов. Итоги предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального собрания страны 7-го созыва от партии «Единая Россия» станут известны 24 мая. Магомед Салтмурадов, Руслан Яхяев и Дауд Куруев. Новости 7.